Поздравляем. Обоих вас, молодые люди, мы хорошо знаем. На наших глазах выросли. Ты, Тезыгуль, получила специальность, о которой мечтала, и вернулась в свой колхоз. Мы рады этому. Ты агроном, а Максат наш лучший тракторист. Вместе работать вам и строить личную жизнь. Мы все свидетели вашей большой любви. И пусть эта любовь всегда будет с вами. А сейчас слово председателю сельсовета Гульшат Речеповой. Дорогие Тезыгуль и Максат, при регистрации брака у молодоженов бывает два свидетеля. У вас один весь колхоз. Пусть все свадьбы в нашем колхозе будут похожи на вашу. Я с радостью вручаю вам свидетельство о браке. Еще раз поздравляю вас и желаю вам счастья. Дорогие односельчане, разрешите мне от имени Мирет Ага пригласить вас всех на свадьбу его дочери. Нурли, я сейчас приду, подожди меня. Да, Нурли, теперь я вижу, ты был прав. Мне до сих пор стыдно смотреть людям в глаза. Раны телесные заживают, а вот раны сердца не заживают никогда. И мы бы вот так же могли радоваться счастью своего сына. Лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что теперь поняли. Нас ждут, идемте. Иди без нас. Как хотите. Мы придем позже.
Дорогие односельчане, наш колхозный праздник урожая продолжается. Акжимам, катайся всегда только со мной. Откуда ты знаешь мое настоящее имя, Мирдан? Люди меня зовут Токка. Я все о тебе знаю. Мирдана, дочка, забудь. Он тебя недостоин. Его мать мне сказала, что они отказываются платить Колым, у них, мол, нет денег. Нет, нет, без Колыма жену в доме мужа не будут уважать. Послушайся родителей, забудь его. Мы тебе добра хотим. Не смогу я его забыть. Может, договоритесь, мама? Я эту девушку не знаю. Ни разу не видел. Не беда, сынок, мы ее хорошо знаем. У нашего народа есть поговорка. Посмотри на мать и выбирай невесту. Ага. Мужчину делает мужчиной добрая жена. Да, Тойчи, плохая жена унижает достоинство мужа. Бесценный подарок мужу жена покорная. Тойчи сказал мне о своем желании учиться дальше. Азат и Аман в Ашхабад собираются. Хотят там учиться. Я тоже с ними поеду. Время такое. Они хотят учиться, сосед. Посмотри вокруг. Почти у всех дети учатся. Я бы на твоем месте не мешал ему. Сделай доброе дело, отпусти его. Нурли, ты коммунист, фронтовик, уважаемый человек. Но иногда ты говоришь, по-моему, глупости. Если родители согласны, пусть парень едет учиться. А жена тем временем будет ткать ковры, ожидая его. Так я говорю. Так, так. Сейчас проколем тебе ушки, потом наденем сережки. Больно? Сынок, дорога, которую тебе предстоит пройти, у всех нас позади. Жизнь твою, значит, мы видим как на ладони. В сердце твоем много желаний. То ты быстрокрылая птица, то стремительный, неукротимый конь. Не так ли, сынок? Это прекрасно, потому что это молодость. Годы да горький опыт жизни сняли с глаз розовую пелену. А сейчас больно? Но дали взамен мудрость. Чем скорее ты поймешь это и поверишь нам, тем скорее станешь на ноги и достойно перенесешь любые невзгоды. Не больно? Нет. Ну вот и хорошо. Сейчас я проколю тебе ушко. Не бойся, больно не будет. Ну вот и все. Я согласен. Мой сын послушен воле родителей. Так и должно быть. Молодец, давно бы так. Раз, два, три, Зачем мы портим добро? Ты можешь мне объяснить, пять, жена? 6. Зачем? Режь быстрее, на поезд опоздаем. На поезд, на поезд. 21 метр. Сколько платьев выйдет? 7. Ага.
Средь бела дня садиться в поезд с такими мешками. Ой, Дай мне этот платок, Газельджан. лучше сквозь землю провалиться. Стыд-то какой. Есть ночной поезд, отец. Можно с ним ехать. В ночную смену Аман дежурит. Нурли всегда возле него вертится. Придем, мы с тобой за билетами с мешками. Ох, и посмеются они. Так поедем без билета. Без билета? Билет мы и в поезде купить можем. Ну где вы, скажите мне, все это взяли? Барахло какое-то. Это же тряпки. Какое старье. Такие платки не носят теперь. Цвет не модный. Платки все должны быть шерстяные, понятно? Я не вижу. Шерстяных отрезов на платье. Не вижу. Принесешь 4 отреза. Значит так, берем все это. Остальное можете забирать обратно. Как тебя, доченька, зовут? Набат. Набаджан, доченька моя, мы эти вещи собираем давно, считай, с самого рождения моего сына. Поймите, тетушка, эти вещи вышли из моды, они устарели. Но у нас больше ничего нет. Тогда, тетушка, ищите невесту в другом месте. Хотят такую покорную невесту даром получить. Покупателей у нас много. О, Господи, зачем ты так говоришь? Мы ради сына на все готовы. Подожди, не отказывай нам. Не позорь перед людьми. Ох, эти люди. Языки бы подсохли у сплетников. Давай, скажи, ну что мне делать? Мужчине лучше не вмешиваться в женские дела. Ну, договорились и разойдемся по-хорошему. А то, знаете, говорят, и стены имеют уши. Да. Ну, раз договорились, тогда пойдем. Держи. До Да, свидания. кстати, оркестр на свадьбе должен быть современный. Современный нельзя. Я давно пригласил Атакурбана Бакши. Он будет петь на свадьбе моего сына. Ох, почтенный. Ну, кто будет слушать Дутар Гиджак? Если на свадьбе будет молодежь, современный оркестр, то никто про Колым и не вспомнит. А, Давно тебя не видели. Здравствуй. 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 Молодец, той Чирджан, ты нашел свое счастье. А мой балбес не может никак невесту себе найти. Твою невесту видели и скоро будет здесь. Подожди.
Аман-ага, отец приглашает вас на свадьбу. Это Мараджан, иди сюда. Я приду лучше на твою свадьбу, хорошо? Adamlar toy tutalım şadiya Bir de kucak açıp dur tali tapali devra Yakşıdan yakşı bolkon kam tamon toylori Yaşlıktan yallıkım aldan kam tamon toylori Çırvan perdedinden yakman tuşatlar Aydım aydım adamlar kaygıganlar olsun ya Yaşlığa yanlıkım salsın kamtamon Soyları ilerden allıkı şalsın kamtamon Стели постель. Şirvan perdesinden yanlansın şahsallar Alasmana kalsın kanatlı ovalar Постели постель, Токка. Меня зовут не так. А мне сказали, тебя зовут Токка. Акжемал, катайся всегда, только со мной. Ой, Мердан, откуда ты знаешь мое настоящее имя? Люди меня зовут Тока. Я о тебе знаю все. Мне сказали, Токка. Дай я посмотрю на тебя. Через месяц невесту придется вернуть в дом родителей. И пока мы не внесем остаток Колыма, невесту нам не отдадут. Сейчас не до учебы, сынок. Тебе, наверное, придется устроиться куда-нибудь на работу.
Отец, я принес 50 рублей. Это аванс. Потом получу еще 70. Так мне бригадир сказал. Надо подумать, сынок, где можно еще заработать. К нам в аул собираются строители приехать. Будут строить новые дома. Ко мне приезжал их большой начальник, назвался прорабом. А кто-то сказал ему, что я мастер на все руки. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Держи. Можно забрать? Забирай, конечно, я же продал тебе ее. Пошли. Так вот, он спросил меня, не соглашусь ли я ставить печи в новых домах. Могу и печь, ответил я ему. И ты, может, у них в свободное время поработаешь. Папа, дяди нас телевизор унесли. Я разрешил им, они одну картину посмотрят и вернут. Успокойся, иди гуляй. Невесту надо вернуть к концу года в дом, во что бы то ни стало. А то злые языки нам покоя не дадут. Алла Бердага, можно я буду работать один? Тебя кто-нибудь обидел? Да нет. Один я быстрее все сделаю. В ауле новые дома строят. Хочу подработать. Давай. Ну, Тойчиджан, нравится тебе работа? Да. О, прораб появился наконец-то. А что, в чем дело? Полдня работаем, полдня курим, сам знаешь. Порядок. Я только что приехал из района. Материалы будут. У тебя на словах всегда порядок. Нам надо еще занять немного денег, и можно ехать за невесткой. Занять? Да. У нас нет другого выхода. Мы взяли взаймы у всех, у кого можно было. Не видать? Не. А ты, Мурат, принеси воды, пусть Пишем умоется. Давай скорее. Зачем такой дорогой подарок маленькой девочке? Да, Джамал, да. А это кому? Это тебе, И мама, мне подарок. Спасибо большое, спасибо, невестушка, тебе. А это, Какой наверное, красивый. отцу. А там Мурат. Тойчиджан пришел. Бахаджан, завари чай быстрее. Всем
Невестушка привезла подарки. Никого не забыла. Доченька, убери это пока. Ой, Аллах. Налить тебе? Нет. До завтра, ребята. До свидания, дочь. Пока. До свидания. Тойчи, у меня к тебе... Керимага, здрасте. Дело. Сядем, поговорим. Садись, садись. С твоим заработком ты ни за 3, ни за 5 лет не расплатишься. Да, Тойчи, с такой зарплатой Колым тебе не выплатить. Вот, смотрю, как вы мучаетесь, и у меня душа болит. Да-да, честно тебе говорю. И я решил помочь вам, такой уж я человек. Да-да, решил помочь вам. Со следующего месяца будешь получать вдвое больше. Вы мне повысите разряд? Браток, дело не в разряде, а в наряде. Напишешь так, 100 рублей. Напишешь по-другому, 200. Ясно? Пошли. Поздравляю. Спасибо, Аманак. Молодец, порадовал ты нас. Иди поздоровайся со стариками. Помнишь, я говорил о Нурлиага? О, Азаджан, какой ты стал. Здравствуйте. Салам, салам. Добро Проходи, пожаловать, садись. дочка. Валейкум ассалам. Здравствуйте. Благополучного возвращения. Спасибо. А где Аман? Почему он не приехал? А его оставили в аспирантуре, еще будет учиться. Дедушка, тебя бабушка зовет. Бабушка зовет. Иду, милая, иду. Это дочка Тойчи, Михри. О, ну иди ко мне. У него недавно сын родился, Союном назвали. Внукам вашим долгой жизни, Сарыага. Спасибо, сынок, спасибо. А где Тойчи? Тойчи на работе. Тойчи всегда на работе. Азат, извини за вопрос.
А спутница твоя кто? Невеста моя. Да ну, так чего ж ты молчишь? Поздравляю, желаю счастья вам. Будьте счастливы, дети. А родители знают? Нет, не успел известить. Так я пойду обрадую их. Добрый вечер, отец. Добрый вечер. Ты почему так задержался? Что-нибудь случилось? Нет, зарплату получил. Зарплата — это неплохо. 175 рублей. 175? Почему так много? Давай поговорим. Сядь. О твоем новом прорабе я слышал много нехорошего. Говорят, нечист на руку. Сынок, деньги надо честно зарабатывать. Нечистые деньги, поверь мне, добра никому не приносят. Если ты знаешь, за что тебе дали столько денег, то сам прими меры. А то мне придется вмешаться в твои дела. Дай мне 100 рублей. Хорошенький ты мой. Давайте я этот рельс уложу. Взяли. Подождем, ребят. А чего ждать-то? Нам одним этот рельс не поднять, Тайчи. Тайчи, не мучай, ребят. Передохни. А ты кури, помалкивай. Прораба твоего воришку вчера забрали, так что спешить тебе больше некуда. Я честно работаю. И воровством не занимаюсь. Живу своим трудом. У меня долгов много. Мне работать надо, понял? Понял? Сам виноват. Женился бы, как все, тогда бы и не работал столько. Не стыдно вам? Тоже мне. Раз, два, взяли! Ну что же вы как неживые? Ты что? Что с тобой? Идите сюда! Новокаин.
Салам алейкум. Думал, не найду тебя. Егмур, тебя пропустили. На минутку. Аман ага сказал, что ты здесь лежишь. Просил тебя навестить. Акджимал и Бахар передают тебе привет. Как чувствуешь себя? Лежать долго еще? Хорошо. Сказала встать, скоро разрешит. Кто сказал? Доктор Газельдурдыева. Налить тебе сметаны? Пока холодная. Угу. Я же тебе сказала, передай гостинцу Сейчас, и уходи. сейчас. У Извините. больных мертвый час. Они должны отдыхать. Больных беспокоить нельзя. Сейчас налью только. Из-за тебя у меня будут неприятности. Ну, я пошел. В следующий раз привезу Акджимал. Пойдем. Бахар! Сестренка, выйди. Уйди. Зачем тебе Бахар? Что ты все молчишь? Я так больше не могу. Ты молчишь или плачешь? Не слезами, словами скажи мне. Сколько терпеть это одиночество вдвоем? Пусть слезы мои лишат тебя покоя. Сказала я матери, уходя из дома. Оказывается, и Газель Джан ошибается. Она сказала, тебе еще долго лежать, а ты, смотри-ка, уже поднялся. У Тайчи все хорошо, поправляется. Просил привезти Акджимал. Обратно поведу пассажирский, пусть собираются. Ягмур. Ну, рекордсмен, попробуем встать? Смелее. Тайчи каждый день в окно глядит, тебя ждет. Давай, вставай. Вот так.
дудочку. Дудочку? Ага. Куплю, обязательно куплю. Ну я побежал. Пошли от Джамала. Не забудь, папа. Ладно, ладно. Ягмур, помоги ей подняться. Хорошо. Давай подержим. Отойдите от поезда. Михелиджан, иди ко мне. Не волнуйся, все в порядке. Идем домой. Давай руку. Бахар! Бахар! Тимур велел тебе передать. Как услышишь два гудка, знай, это я. Когда он тебе сказал? Только что. Сын не смог приехать. В колхозе работы много. А невестка приехала, знает, что я люблю внуков, привезла их ко мне в больницу. Да. Скажите, пожалуйста, это больница? Больница. А вы к кому? Мне нужен мой сын Тойчи. Тойчи Сарыев. Ах, Тойчи Сарыев. Он здесь лежит. Пойдемте со мной. Пойдем, дочка. Пойдемте. Его можно позвать? Конечно, можно. Он мой больной. Ему сейчас уже лучше. Ага. Выходит погулять во двор. Доктор разрешила. Разрешила. Вон его Так. палата. Посидите здесь. Садись, дочка, отдохни. А я пойду, позову его сейчас. Спасибо. Идет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как поживаешь? Выглядишь ты хорошо, сын мой. Поправился, по-моему. Садись, пожалуйста. Спасибо. Сын у тебя не очень разговорчивый. Он у меня такой. Поверишь, только вчера узнал, почему он сюда попал. Ну? Я очень хотел встретиться с тобой, уважаемый. Ты знаешь, столько всяких дел, никак не мог раньше выбрать. Да, понимаю. Мы с Тойчи в одной палате лежим. Хороший у тебя сын. Добрый, почтительный, старших уважает. Воспитанный. Да. Только этим уважением нельзя злоупотреблять. Нельзя подавлять волю своих детей. Пусть женятся на тех, кто им по сердцу. Ведь не нам, им жить вместе. Вот у меня 3 сына. 2 в прошлом году кончили институт. Это ваша жена? Здравствуйте, Гюзельджан. Да. Там, где учились, и невест себе выбрали. А мой младший в армии служит. Недавно письмо от него получил. Пишет: отец, приеду не один. Ну что ж, дай Бог им счастья. Да, нынче время такое. И нужно идти с ним в ногу. Ну, мы пойдем, пора. Ну, уже, побудьте еще. Нет, нам пора. Выздоравливайте поскорее. Спасибо. Тойчи, тут тебе мать гостиниц прислала. Держи. Спасибо. Пойдем, дочка.
Ступайте, Хаджамага, я скоро. Проводи. Смотри, Ягмур идет. Налей ему чалу. Бахар, дома все хорошо? Да. А где Акджама? Там. Ягмурджан, выпей чалу. Я сейчас. Спасибо. Бахарджан, налей в банку сметаны для тайчи. Хорошо. Добрый день, Ягмур. Здравствуйте. Вот, передай, пожалуйста, тайчи. Передам. Всего хорошего. До свидания. Этот Ягмур, по-моему, нехороший парень. Почему ты сказала, что он нехороший? Хотела узнать.
заступишься ты за него или нет. Дорогие девушки, скоро вы навсегда покинете стены родной школы. Наш клуб «Гульшат» сегодня заседает в последний раз. Наша встреча посвящается выбору профессии. Вас ждут в вузах, техникумах, на колхозных полях и фермах. Скажу честно, не стану от вас скрывать, ваш выбор нам не безразличен. Поэтому мы пригласили в гости знатных людей республики. Они любят и знают свое дело. И лучше меня расскажут вам об этом. Итак, я предоставляю слово секретарю комсомольской организации колхоза «Коммунизм» Агультач Ханыевой. Дорогие подруги, расскажу вам о себе. Мой старший брат механизатор. Управлять комбайном он научил и меня. Вместе с ним я работала на комбайне летом. Теперь для меня нет лучшей профессии. И не только для меня, но и для моих подруг. Наша комсомольская молодежная бригада занимает первое место в колхозе. Вот уже 3 года скоро будет. С приходом Каракумского канала мы начали осваивать новые земли. От имени молодежи я приглашаю вас в наш колхоз. Мы создадим для вас все условия. Вы сможете и работать, и учиться. Бахар, Многие наши... ты, конечно, поступишь железнодорожный. В моей бригаде, например, больше половины девчат студентки. Чего остановились? Катайте. Жарко, а Джамал говорит, отдохнуть надо. Невестка права, докатаем потом. Давайте перевернем. Бахарджан, детка, верблюжонка накорми, он голодный. Иди, я накормлю. 3, 4, 5, 6, 7. Бахар, как живете? Хорошо. У Тайчи был. Он привет передает вам. Невестка интересуется, когда он приедет. Я могу ее отвезти к нему еще раз. Я бы и тебя отвез. Но, боюсь, назад не привезу. Где Джамал? Вон отсюда! Чтоб ноги твоей здесь больше не было. Заморочили голову мне. Она ребенок, она ребенок. А вон чем занимается. Бесстыжие. Тебе замуж не терпится. Я это устрою скоро. И ты тоже хорошо позорите меня. Идите, работайте, живо. Дурсун. Ах, Джамал, где вы? Здесь, заходи, Салтан, заходи. Бог вам в помощь. Спасибо. Как поживаете? Хорошо. Молодцы. Этот ковер пойдет по высокой цене. Слава Аллаху, артель все наши ковры и кошмы принимает первым сортом. Аман Газельджан, чай поставь. Не надо, спасибо. Дурсун, понимаешь, дело у меня к тебе. Говори. Мне как-то неловко. Мы же соседи, говори. Ты не сердись на меня. В другое время я не стала бы тебя беспокоить. Но мне нужны деньги. Прошу,
Верни, пожалуйста, долг. Дурсун, у меня нет другого выхода. Знаю, тебе трудно. И нам нелегко. Сын с невестой приехал. Квартиру им дали в одном из тех домов, что Тайчи строил. Спасибо ему. Приехали с одним чемоданом. Хочу мебель купить, свадебный подарок сделать. Беда. 300 рублей собрали мы. Я их должна была сватам отвезти. А вот где еще 700 взять, чтоб вам долг вернуть, не знаю. Верблюдицу разве продать? Дурсун, зачем она? Невестушка, что ты делаешь? Ах, Джамал, это же твое преданное. Продайте все. И рассчитайтесь с долгами. Не надо. Да, Сарыага, мы давно друг друга знаем. Я приехал, чтобы породниться. Хорошо. Сын у меня умный, послушный, уважает старших. Я слышал, Дурсун Эдже, ваша Бахар хорошая, умная, послушная девушка. Это так, Черкесджан. Бахар у нас девочка умная. Да и мастерица она на все руки. Вот видите, они рождены друг для друга. И это верно, Черкесджан. Только после женитьбы Тайчи мы не можем выплатить долги. Всем соседям должны, родственникам. Сейчас мы оказались в очень трудном положении. Дурсун Эдже, мне все ясно. Не беспокойтесь, я вас не обижу. Мы согласны. Тогда давайте назначим день свадьбы. Это ты сам решай, Черкесджан. Когда тебе будет удобно, тогда исправим той. И ты прав. Возьми пешку, а то он коня возьмет. И ты прав. Я тебе говорил, ходи слоном, а ты меня не послушался. Чаряга, а он тоже прав. Пешкой ходи, пешкой, пешкой. Он верно говорит. Подождите, Мурат может сделать не 7 ходов, а только 1. Эй, игроки, поезд идет. Ой, батюшки, я же хозяйке твоей подарок не приготовила. Ну что ты, Дурсун Эдже. Ну, пошли. Откуда он, этот черкес? Не знаю. Ты видела сына его? Нет. Я не хочу выходить за него замуж. Ах, Джамал, что мне делать? Может, в школу сходить к учителю? Не надо. Я придумаю что-нибудь.
Тарага гость приезжал, ты узнал его? Нет, не узнал. Плохо. Джамал, как здоровье? Как дома? Ты мне хочешь что-то сказать? Зайди в помещение. Диспетчер, 78-й отправил 12:40. О, Акджамал? Что-нибудь случилось? Говори, Акджамал. Не стесняйся, дочка. Бахар хотят выдать замуж насильно. Понятно. Вот теперь ясно, кто приезжал. Бог в помощь, Сары. Спасибо, Нурли. Проходите, гостям всегда рад. Сынок, скажи маме, пусть чай поставит. Не беспокойся, мы по делу пришли. Тогда пройдемте в дом. Да нет, уж лучше здесь. Ну, как хотите. Правда, что к тебе сват приезжал? Это Божье дело. Мы еще не решили. Да, были. А что? Бахар согласна? Почему вы не идете в дом? Заходите. Хорошо, что ты пришла. Им интересно знать, Бахар согласна выйти замуж или нет. Согласна, не согласна. Если они явились сюда ради этого, то я им отвечу, зря утруждаете себя. Нечего совать свой нос во все щели. Хватит и того, что пытались сбить с пути той Чиджана. Мы хотели помочь ему устроить свою судьбу, но слишком робко это делали. Судьба детей моих не ваша забота. Вы с вашими непрошенными советами всем надоели. Будет лучше, если займетесь своими делами. Дурсун. Мы вам не позволим поломать жизнь, Бахар. И если не одумаетесь, примем другие меры. Что же это в своем доме покоя не дают? Отец, чего ты молчишь? Сидишь, будто воды в рот набрал, слово боишься сказать. Займись чаем. Ну, вот уж недаром говорят, не тревожь спящего. Криком делу не поможешь. Подумай хорошенько. Оглянись вокруг, посмотри, как другие живут. Не иди против течения Сары. Детей не губи. Не позорь своих седин. Слушай, если Бахар позволила ему говорить такие бесстыжие слова, значит, он сумел скружить ей голову. Вы всегда вместе, невестушка. Она любит тебя. Поговори с ней, пусть забудет его. Потом она, как и все, привыкнет к тому, за кого ее отдадут. Скоро за нее Колым привезут. Слава Богу, избавимся от долгов. Твое приданое вернем. Поговори, доченька. Бахарджан, готов обед?
Рельсы, шпалы, ковры, грохот кузницы. Все как во сне. И вдруг там, в больнице, я словно очнулся и увидел день. Светлый день. Но поздно. Я понимаю. Но сейчас надо помочь Бахар. Бахар? А что случилось? У нас на днях был какой-то черкес. Договорился с родителями, Бахар отдают замуж. Отдают? Да, дочи. А она любит Игмура. И он любит ее. Машиниста Игмура? Да. И ничего не сказал мне. Он своих родных присылал к нашим. Пришли свататься, а им отказали. Почему? Потому что Игмур даже заикаться запретил своим родителям про Колым. А твоя мать без Колыма не отдаст. Черкес заплатит столько, сколько она попросит. Да. Старое повторяется. О судьбе Бахар, о том, что ее насильно отдают замуж, вчера утром я сказала Аману и Нурли. Вечером они говорили с твоими родителями, а те им заявили. Сами свою дочь вырастили, и судьбу ее тоже сами решим. Они просто выгнали их. Я хотела посоветовать Бахару убежать из дома. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, ради счастья Бахар мы должны на это пойти. Этому страшному обычаю кто-то должен сказать «нет». Я тебя прошу, давай мы скажем это «нет». Так не годится. Из дома бежать нечестно. Что? Игмур когда приезжает? Утром. Не плачь, Бахарджан. Перестань, перестань. Иди. Будь счастлива. Мы день и ночь работаем всей семьей. 4 года из долгов не вылезаем. Продали все, что можно было. А черкес платит за невесту такие деньги. Думаешь, он заработал их честным трудом? Ты мне говорил, нечестные деньги не приносят счастья. Если сыну черкеза нужна жена, он найдет ее сам. Ему нужна не жена, а бессловесная рабыня. Одна жизнь уже искалечена. Бахар сама должна выбрать себе мужа. Вот приедет Игмур, я отведу к нему Бахар и пожелаю им счастья. Что ты говоришь, сынок? Отец, почему ты молчишь? Тойчи, подожди. Если вы это сделаете, я прокляну вас обоих. Слышишь? Я тебе говорю, Тойчи. Идем. Ой, ой, как вам не стыдно? Тойчи-джан, сынок, Бахарджан, доченька, не делайте этого. Не позорьте нас перед людьми. Тойчи-джан, стойте, остановитесь. Сынок, Бахарджан, куда вы? Погодите, не позорьте меня. Вернитесь. Бесстыжая, без благословения матери не быть тебе счастливой. Подожди, сынок, Бахарджан,
Доченька, не уходи! Бахар! Нет! Нет! Не пущу! Остановитесь! Не пущу! Люди, скажите им что-нибудь! Это вы сбили с пути детей моих! Меня опозорили перед людьми! Безбожники! Сон! Хватит! Замолчи. Иди домой. Ой, увели мою кровиночку! Ой, какая я несчастная! Я все знаю. Будьте счастливы. Сестренка, иди. Thank you.